В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Якутия делает шаг к энергетическому прорыву. В 2026 году подпишут ключевое соглашение по строительству Новоленской ТЭС, второй по мощности станции в республике. Дальний Восток строит планы на 2026. В Москве прошли январские слушания с участием губернаторов Дальнего Востока и федеральных министров. С 1 февраля вступят в силу обновленные правила программ льготного кредитования. Основное изменение коснулось семейной ипотеки. Рекорд в Алданском районе. В прошлом году здесь освоили максимальное число квот по социальному контракту для предпринимателей. Как обычные жители превращаются в бизнесменов при поддержке государства. Все регионы в гости к нам. В Москве стартовала масштабная выставка-форум «Уникальная Россия». Она собрала сотни мастеров со всей страны. Пристегнуть ремни безопасности. В России с 1 сентября авиаперелеты станут проще для людей с особенностями здоровья. Для них аэропорты будут обязаны обеспечить возможность передвижения в собственном кресле-коляске до посадки в самолет. Кроме того, сопровождающий инвалида обязательно должен получить место рядом с ним без доплаты. Изменения затронуты граждан с нарушением слуха. Для них будет составлено меню блюд на электронном или бумажном носителе, а фильмы, демонстрируемые на борту, будут идти с субтитрами. Крупный энергетический проект в Якутии набирает обороты. В этом году планируется заключение соглашения о защите капиталовложений для строительства Новоленской тепловой электростанции. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев. Новоленская ТЭС с мощностью 550 мегаватт станет второй по величине в Якутии. Строительство уже началось силами компании «Интеррао». Для обеспечения станции топливом будет использоваться газ со среднебутовинского месторождения. Также на базе Ленского техникума активно ведется подготовка необходимых специалистов. Кроме того, запуск Новоленской ТЭС обеспечит значительное развитие минерально-сырьевой базы Якутии, включая такие стратегические объекты, как месторождение золота «Сухой Лог». Ввод станции в эксплуатацию запланирован на 2028. В Москве прошли январские слушания совещания под руководством Юрия Трутнева. Это уникальный для страны формат, когда вместе собираются губернаторы всех дальневосточных регионов и федеральные министры. Они смотрят на результаты 2025 и фиксируют приоритеты на 2026. Результаты Якутии представил Айсен Николаев. Подробности далее. Айсен Сергеевич Николаев, пожалуйста. 2025 был непростым, отметил глава Якутии. Однако республика сохранила основные векторы развития. Так, валовый региональный продукт превысил 2 триллиона 600 миллиардов рублей. В промышленности побиты исторические рекорды. Угля добыли более 51 миллиона 600 тысяч тонн. Золота – 56 тонн. Введен новый домостроительный комбинат в Якутске. Первая очередь Жатайской судоверфи и... И несмотря на все проблемы, связанные с угольным кризисом по миру, у нас новые угольные предприятия вводятся. Вот в прошлом году СУЭК наконец начал работать у нас на своих месторождениях. Впервые за последние годы в Якутии начал расти суммарный коэффициент рождаемости. Сегодня он входит в десятку по стране. Растет численность населения, растет число многодетных семей, растет и продолжительность жизни. Самая высокая на Дальнем Востоке стала гораздо выше уже среднероссийского и 75,26 лет. Это вот по данным Росстата у нас сейчас средняя продолжительность жизни. Показатели должны и дальше расти. Пример для всей страны. Айсен Сергеевич, вы по целому ряду направлений работы задаете такие важные и правильные тренды развития Дальнего Востока. Вот то, что происходит в Якутии с точки зрения продолжительности жизни, вызывает крайне высокое уважение. Обновлен и рекорд по вводу нового жилья. В 2025-м эта цифра составила 806 тысяч квадратных метров. Строят школы, детские сады, больницы, спортивные объекты. В 2026 году введут 41 соцобъект. В том числе такие крупнейшие, как культурный кластер Артийского центра эпоса и искусств, учебный корпус с интернатом Высшей школы музыки. Также мы благодарим Минвосток за поддержку в вопросе проектирования дальневосточного кинопавильона.
Важным приоритетом для Якутии, как и для всех других дальневосточных субъектов, остается помощь фронту и бойцам. В рамках ТОР «Патриотическая» в прошлом году на передовую отправили 130 «Соколов», 90 мотоциклов «Темир-Ат». А сегодня... Сегодня «Сокол» и «Темир-Ат» как раз в эти дни проходят испытания здесь. Как мне вчера военные подтвердили, пока по итогам испытаний, которые уже почти 2 недели идут, они вот и в своей категории, и тот, и другой пока являются лидерами. Хочу поблагодарить за помощь специальной военной операции. Но вот те, скажем, образцы техники, которые вы поставляете, пользуются очень добрыми отзывами. Впереди еще много задач, которые предстоит решить в регионе. Особое внимание в Якутии уделят сфере ЖКХ, вопросам северного завоза и сдерживанию тарифной нагрузки. Работа продолжается. Ну и, конечно же, для нас очень важно это реализация мастер-планов. И уверены, что мы все сделаем, чтобы в установленные президентом сроки при помощи Юрия Петровича Трутнева, полпреда президента на Дальнем Востоке, вот поставленные задачи и по мастер-плану Якутска, и по мастер-плану Нерингри, и по мастер-плану нашего арктического ТИКСИ вместе с портом Найба. Все решения мы в срок и качественно исполним для того, чтобы и качество жизни людей росло, ну и чтобы экономика и Республики Саха-Якутия, и всего Дальнего Востока шла только вперед. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. В ближайшие 5-10 лет республика намерена добиться объема добычи драгметалла в 70-75 тонн. Добиться новой рекордной отметки удалось из-за системного развития проектов золотодобывающих компаний при поддержке региона и наших местных кадров. Их ежедневный труд дает 25% налогов бюджета республики, на средства которого и строятся соцобъекты в районах. Лидерами среди золотых районов уже традиционно стали Алданский, Алекминский и Аймиконский. Основными рекордсменами отрасли стали предприятия «Полюс Алдан», «Нерингри Металлик» и «Селегдар». Совсем скоро вступят в силу новые правила семейной и дальневосточной ипотеки. Если вы только планируете покупку жилья или мечтаете о большом доме для растущей семьи, эту информацию нужно знать уже сейчас. Главное изменение касается семей, где оба супруга хотят стать заемщиками. Подробности расскажет Дарья Короленкова. Как мы знаем, раньше супруги могли взять 2 ипотеки, разделив их с помощью брачного контракта или нотариального согласия. С 1 февраля это будет невозможным, если оба супруга выступают заемщиками. И, конечно, сразу возникает вопрос, что делать, если один из супругов уже брал семейную ипотеку. Если семейная ипотека была оформлена до 23 декабря 2023 года, то спокойно оформляют сейчас новую семейную льготную ипотеку. Если же после вот этой даты, еще раз 23 декабря 2023 года, была оформлена семейная ипотека на одного из супругов, то сейчас, чтобы взять вторую семейную ипотеку, необходимо будет закрыть первую ипотеку, ту семейную льготную, еще чтобы родился еще один ребеночек у нас. И третье условие, площадь должна быть больше той, которую они ранее приобретали. Напомним, что семейная ипотека появилась в 2018 году, а летом 2024 ее скорректировали и продлили до 2030 года. Ставкой 6% могут воспользоваться родители с одним ребенком до 7 лет или с ребенком-инвалидом. Программа также действует для семей с 2 и более детьми, проживающими в малых городах с населением до 50 тысяч человек. Использовать средства можно только для покупки новостройки или частного дома с земельным участком. Как отмечают эксперты, это пока только первый этап изменений. В будущем, по неподтвержденным данным, планируют увеличить размер первоначального взноса. Сейчас он 21%. Но в будущем планируется сделать 31%. Некоторые банки уже ввели данную процедуру. Также еще у нас грозятся тем, что будут, скорее всего, вводиться ограничения по региону. То есть вот где ты родился, где ты прописан, там ты и берешь семейную льготную ипотеку. Это вот во избежание всяких вот инвесторских квартир и так далее. Изменения претерпела и дальневосточная и арктическая ипотека. По аналогии с семейной ее расширили на вторичное жилье. Однако список городов, которые попадают под программу, оказался значительно меньше. В перечень вошли 90 населенных пунктов в 19 регионах страны, с которым можно ознакомиться на официальном сайте dom.rf. Программу распространили и на всех работников государства
государственных или муниципальных образовательных организаций. Для них сняли ограничения по должности, возрасту и семейному положению. На фоне введения новых правил и прогнозируемого ужесточения условий кредитования эксперты рынка недвижимости рекомендуют потенциальным заемщикам не откладывать принятие решений. Специалисты подчеркивают, что текущие параметры программы остаются наиболее выгодными прямо сейчас. Дарья Краленкова, Виктор Дьячковский, Якутск. Штрафы за охоту на лосей, кабанов, оленей и медведей без соответствующего разрешения могут составить до 50 тысяч рублей. Такой законопроект одобрили и рекомендовали Госдуме принять во втором чтении. Санкции также предусмотрены за нарушение срока и места охоты или превышение разрешенного числа добытых животных. За это человека могут лишить права охотиться на срок от 1 года до 3 лет. Если гражданин занимается охотой на копытных и медведей, но не приобрел для этого соответствующее решение, то штрафы составят от 5 до 15 тысяч рублей, а для должностных лиц от 35 до 50 тысяч. В отделе лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Якутску и Жатаю изменился график приема граждан. Новость касается всех, кто владеет огнестрельным оружием, занимается частной детективной или охранной деятельностью. С 2026 года прием ведется со вторника по пятницу с 9 утра до 6 часов вечера. По закону об оружии владельцы обязаны продлевать разрешение, подать документы не позднее, чем за месяц до окончания срока действия разрешения. А соблюдение сроков – это не формальность, условия легального владения оружием. Заранее спланируйте визит в отдел Росгвардии, чтобы избежать штрафов и других правовых последствий. Цена уже зависит от... Январское совещание стало огромной платформой, где главной повесткой этого года стало формирование качественной кадровой экосистемы в республике. Для обмена опытом в патриотическом воспитании молодежи для учителей и преподавателей прошел круглый стол с участниками СВУ, которые сейчас преподают в образовательных заведениях. В республике их насчитывается около 70 человек. В его рамках был посещен филиал Центра воинов, школы номер 40, добровольческий штаб «Якутия с тобой», а также Центр «Патриот», где их ознакомили со своими программами. Круглый стол окончился на базе музея «Россия. Моя история». Там обсудили тему увеличения внимания и популяризации ветеранского сообщества. У нас было принято решение о образовании совета участников специальной военной операции, как ветеранов боевых действий, системы образования Республики Саха-Якутия. Будет сформирован конкретный план действий на предстоящий год. Одним из первых мероприятий, мы полагаем, это будет участие участников на торжественных линейках, посвященных Дню защитника Отечества. Искусственный интеллект сегодня умеет писать тексты, анализировать данные и даже помогает студентам в учебе. Но где проходит грань между помощью и нарушением правил? Подробности в сюжете Даяны Федоровой. Искусственный интеллект стремительно развивается и все активнее используется в образовании. Студент 4-го курса СВФУ Владимир Феоктистов готовится к написанию дипломной работы. В помощь ему научные статьи, цифровые инструменты, в том числе технологии искусственного интеллекта. Использую для редактирования текста, для поиска информации и чтобы удостовериться, что это верная информация. Реально ли написать через искусственный интеллект диплом? Мне кажется, нет, нельзя, потому что проверяют антиплагиат. В вузах усиливают контроль в системе антиплагиат. В октябре прошлого года появилась функция выявления работ, написанных с применением ИИ. Здесь конкретно видно, на каких страницах есть искусственно сгенерированный фрагмент. И доля процента, и она будет обозначена, выделяться розовым цветом. Преподавателю в этом случае нужно рассмотреть и нужно обязательно ему проанализировать вот эти страницы. Вместе с этим в университете обучают программированию и разработке систем ИИ. Будущие специалисты изучают, как создать саму нейросеть. Однако использовать ее для написания дипломной работы запрещено. Года 3 назад у нас, когда студенты писали дипломную работу с помощью искусственного интеллекта, мы их даже не выпускали. Конечно же, студенты тоже могут использовать их в обучении, пишут коды с помощью искусственного интеллекта, решают сложные математические задачи. Но при этом все равно искусственный интеллект может ошибаться.
Нейросеть может стать полезным помощником в обучении, но в вопросах итоговой аттестации главное остается самостоятельная работа. Ведь именно знания, а не алгоритмы определяют будущего профессионала. Даяна Федорова, Артем Наговицын, Якутск. Якутский педагогический колледж активно внедряет федеральный проект «Профессионалитет». На базе учебного заведения создан образовательный кластер «Педагогика», который объединил 9 организаций. В их числе Намские, Вилюйский педколледжи, столичные школы, дворец детского творчества и центры развития ребенка. Главная цель – подготовка учителей для нового поколения. Для этого в колледже полностью обновили 9 учебных зон. Здесь регулярно проводят стажировки, семинары и мастер-классы. Мы в этом году приняли более 500 студентов. Это 3 педагогические колледжа по обновленной программе обучения. Программа обновлена, содержательная часть программы обновлена. То есть это большая часы предоставляются именно практической подготовке студентов. Работодатель полностью работает с нами по утверждению программы обучения. Для того, чтобы начать собственное дело, необходим стартовый капитал. Адресную финансовую помощь можно получить по социальному контракту, заключенному с Министерством труда и социального развития Якутии. В минувшем году в Алданском районе было освоено рекордное число квот. Как идет становление бизнеса, предприниматели поделились с нашими коллегами. Жительница Тамота Надежда Кравченко – мастер-универсал. Она владеет разными видами массажа. Наиболее же востребованными остаются комплексные, укрепляющие и восстановительные процедуры. Массажем Надежда занимается давно, а с осени прошлого года принимает пациентов в собственном кабинете. Капитал на открытие дела она получила в рамках социального контракта, заключенного с Министерством труда и социального развития Якутии. Очень веселая поддержка, потому что так вот в такой сфере мы бы не смогли бы приобрести те материалы и те аппараты, которые мы приобрели, потому что это очень все дорого стоит. Оно стоит самое дешевое, это 8-10 тысяч. В перспективе Надежда планирует освоить новые виды массажа. Социальный контракт как мера господдержки у граждан остается востребованной. В прошлом году начать собственное дело смогли десятки семей. Желающие граждане, кто хочет стать индивидуальными предпринимателями, в прошлом году у нас, можно сказать, были рекордные показатели. У нас порядка 30 человек заключили соцконтракт на открытие своего дела. Уверен, что и в этом году желающих будет не меньше. Социальный контракт как мера господдержки реализуется в Якутии с 2011 года. Финансовая адресная помощь выделяется на развитие как предпринимательства, так и личных подсобных хозяйств. На поддержку также могут рассчитывать граждане, которые в настоящий момент находятся в поиске работы. Сейчас мы ждем распределения средств и квот на текущий год. Уже можно подавать обращения, заявления, которые будут рассмотрены в ближайшее время. Напомним, деньги по социальному контракту невозвратны, то есть адресная финансовая помощь оказывается на безвозмездной основе. Однако обязательным условием договора является предоставление в органы социальной защиты отчетности об освоении средств. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Доброцентр в Нерингре – открытое пространство, доступное для всех, для детей и взрослых, готовых связать свою жизнь с добровольчеством, познакомиться с деятельностью ассоциации, найти партнеров для реализации своих инициатив. В год культуры Доброцентр уже начал активную деятельность. Подробности в сюжете наших коллег из Нерингре. Как всегда, у Доброцентра много задумок. В этом году организация запустила спортивный проект «Игру, забаву, чиж». Она была известна на Руси очень давно и сохранилась в неизменном виде до наших дней благодаря своей доступности и простым правилам. Первая в этом году игра состоялась в День студента. В ней приняли участие команды Южно-Якутского технологического колледжа, Нерюнгринского медицинского колледжа и Технического института филиала Северо-Восточного федерального университета. Мероприятие проходит как раз в рамках Года культуры. Мы решили, что все-таки будет лучше сделать спортивное мероприятие, потому что студентов их достаточно мало бывает в течение учебного года. И, в общем-то, все откликнулись на то, что действительно будет полезно поиграть в такую необычную игру. Мы всегда открыты для любой аудитории, для детской, для студенческой, для взрослой. И мы стараемся все-таки проводить такие мероприятия. Они как бы помогают исплачивать и студенческую молодежь, и все-таки помогают определиться. Возможно, я как организатор буду в следующий раз, как волонтер, буду помогать проводить такие мероприятия.
мероприятия. Народные игры формируют целеустремленность, упорство, силу воли и дух товарищества, которые помогают преодолевать трудности. Эти же качества у человека формируют и вовлеченность в волонтерскую деятельность. Марина Тараканова, студентка Нерюнгринского медицинского колледжа, не представляет свою жизнь без волонтерства и помощи другим. Добровольчество именно я пришла на первом курсе, в конце первого курса. Я занимаюсь абсолютно всем. Куда зовут, туда иду. Ну, то есть это достаточно круто, но времени много тратится на подготовку к мероприятиям, на подготовку с работой с людьми. Это больше приносит удовольствие, то есть приятная усталость такая. Я советую вообще везде принимать участие, потому что это новый опыт с людьми работать, то есть потом, ну это много всего нового, новые знакомства, новый опыт, новые знания. Ты для себя много открытий делаешь. Быть волонтером значит участвовать в социально значимых проектах, которые улучшают нашу жизнь. Быть волонтером значит знать ценность взаимопомощи и делать добрые дела уже сегодня. Екатерина Павлова, Андрей Гаянов, Нерюнгрин. Все регионы в гости к нам. В Москве стартовала масштабная выставка «Форум. Уникальная Россия». Она собрала сотни мастеров со всей страны, которые привезли свои неповторимые костюмы, украшения, декор и даже мебель. Якутию представляют мастерицы из Намского Улуса. Все подробности у Максима Кардозу. Живопись, керамика, резьба по дереву, произведения из меха и металла. Гостиный двор в Москве превратился в настоящий волшебный мир традиционного искусства. Работы более 4000 участников будут представлены на выставке в этом году. На сегодня «Уникальная Россия» – это лучшая выставка по традиционным искусствам. Альбина, Луиза и Филиппова – наши представители в Якутии. Это очень хорошие организаторы. И у нас многие художники из Якутии выставляются впервые. В этом тоже уникальность. Мы здесь участвуем первый раз. Такой уникальной, такой большой выставке. Очень приятно увидеть работы разных мастеров, поэтому нам привлекает вот это все. Много всего хорошего имеется не только вот у нас вот в Якутии, да, но и во всей России. Якутию на выставке представляют мастерицы из хамагатинского наследия. Местные жительницы объединились в творческий союз и привезли в Москву лучшие работы. Панно называется «Березам снится лето». То есть мы здесь изобразили как бы зиму, да, и березы спят. Мы здесь использовали технику кантирования, кабутактактики, использовали бисер и вышивку. Ага. Нам, ну, по нашему эскизу тут объединяет всю Россию наша береза. Если береза растет около дома, то это называется семейная берегиня. Также намские мастерицы привезли женские украшения, меховые изделия. Но многих посетителей удивила традиционная якутская посуда, сделанная из конского волоса. Этот чоран сделала на основе старинной фотографии. Но все мои чораны вот так и сделаны. Сложность изготовления данного чорана составляет в том, что каждый ряд как бы составляет узор. И надо вот соблюсти угол. Смотрю, да, вот фотография стоит и чоран мой, чтобы сходство было. Несколько раз распускаю, потом повторяю. Это делается много-много раз. Выставка рассчитана до 8 февраля, но за это время вся экспозиция сменится дважды. Из Якутии на форуме свои работы должны показать еще мастерицы из Оленёкского и Верхневилюйского улусов. Максим Кардозу, Айтал Байтунов, Москва. Лучники Ленского района приняли участие в районных соревнованиях. 2 дня спортсмены боролись за звание сильнейших. В чем особенность состязаний и как к ним готовились спортсмены, об этом в сюжете наших коллег. На протяжении 2 дней спортсмены состязались в индивидуальных и командных зачетах по 2 дисциплинам – классический и блочный лук. На соревнования приехали лучники из города Мирный и села Чимча. Более 40 спортсменов показали свое мастерство, проявили себя на различных дистанциях. Но сначала всем предстояло пройти отбор. Все официальные соревнования у нас начинаются с квалификации, где спортсмены набирают очки. После этого создается сетка, и они стреляют в спарринги, то есть личные встречи. По личным встречам у нас разыгрываются медали. Это мой новый набор сентября, так как это для них одни первые большие соревнования. Есть у них волнение, но подготовлены они очень хорошо. В принципе, должны дать бой.
Лев Кучковский, спортсмен из Ленска, занимается стрельбой из лука несколько лет, участвует в различных соревнованиях, где занимает призовые места. На этот раз своим выходом остался недоволен. Отстрелял, признается, на троечку. Лук подвел. Ну, плохо, честно скажу, отстрелял, потому что у меня перья все ободраны и прицела нету, можно сказать. Но все равно 3-е место занял. А вот спортсмены из города Мирный, наоборот, показали высокие результаты. На соревнования прибыла команда из 16 человек в сопровождении тренера-преподавателя. Идут в лидерах, некоторые в лидерах, некоторые не очень. Ленчане традиционно, у них всегда были сильные спортсмены. У вас, например, вот Александр Пляскин, победитель игр Манчары. Лучшие лучники, которых отметил тренер-преподаватель из города Мирный, тоже приняли участие в соревнованиях, показав мастер-класс для гостей. Среди них Александр Пляскин, один из сильнейших спортсменов Ленска, чемпион игр Манчары, 3 раза становился призером чемпионатов республики, чемпион республики среди ветеранов. В этом году стал бронзовым призером по традиционному луку. Ну так, среднее. Уступил одному из мирнинских спортсменов. Сейчас разговаривали с Мирным, у них стрельба из лука бурно развивается, в отличие от нас, к сожалению. Сейчас, и у нас тоже она бурно развивается, но в детский спорт, а взрослые как-то немножко подзатухли. Ну и думаю, что вот эти соревнования будут стимулом для того, чтобы как-то активировать и наших спортсменов. По результатам личных встреч мирнинские спортсмены взяли 7 медалей. Лев Кучковский после упорной борьбы занял 4-е место. Александр Пляскин стал 2-м. 10 спортсменов выполнили массовые разряды. Лучшие вошли в список сборной Ленского района и весной поедут на соревнования республиканского масштаба. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. К этому часу это все новости. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.